Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ваттини вазайтун. Ватури синин. Каждое утро Аси Тимурзиевой начинается с чтения одной суры священной книги. Буквы она чувствует кончиками пальцев. Шрифт Брайля девушка выучила несколько лет назад. Поначалу это казалось сложной задачей, но уже сегодня, благодаря терпению, Ася знает больше 10 сур и аятов из Корана. Буквы же разные и разные точки. Сперва надо учить русский брайль, потом арабский брайль, потом правила, а потом уже читаешь сам постепенно. Разные суры выучила, разные таспихи. Обучает нас очень замечательный педагог Костоев Ислам, тоже сам незрячий. Ежедневно она доказывает самой себе, что отсутствие зрения не помеха для знаний. В 15 лет девушке поставили диагноз. Неудачное падение спровоцировало заболевание глаз, которое быстро прогрессировало. Для Аси и ее семьи это стало переломным моментом. Но она не отчаивалась. 12 лет назад девушка открыла для себя новое увлечение – занятие бисероплетением. Когда к нам в центр пришла Мака Дудургиева и показала, как делаются цветы, вот потому так и посмотрела, сделала и получилось. Раньше не получалось, изначально никого же не получается. А потом, когда делаешь, настраиваешься и трудишься, получается. И вот дальше захотелось мне этим заниматься. Девушка говорит, что сложнее всего было сделать ствол. Основа его простая проволока. Она обматывается клейкой лентой, пока не станет нужной толщины, а затем покрывается краской. За несколько лет увлечений Ася сделала больше 20 десятков таких поделок. На каждую уходит как минимум несколько дней. Все зависит от сложности работы и наличия свободного времени. Тяжелое это делать деревья, потому что разные же деревья. Бывают легкие деревья, которые можно легко делать, а бывают очень сложные, которые надо крутить. Вот сейчас я делаю сирень, тоже надо много работать над ним, чтобы получился красивый. Свои знания Ася демонстрирует и на всероссийских соревнованиях. В прошлом году девушка заняла призовое место на конкурсе незрячих чтецов священного Корана «Озаряющие сердца». Преуспела она, кстати, и в спорте. Сейчас увлекается настольным теннисом, участвует в соревнованиях и на этом останавливаться не собирается. Я ее водила в Владикавказ, чтобы изучать массажную учебу. 6 месяцев я ее туда водила. Этот Ессентукский институт, оттуда было в Владикавказе учеба. Среди зрящих она отлично на красный диплом изучала массажный. Так я с ними, что она хочет, я ей покупаю бисер, какой цвет, какие ей надо, бумагу, все я ей достаю. Меня Аллах помогает, что я ей помогаю. Она ходит в учебу, каждое воскресенье Коран читает. Она ездит в Казани, тоже там месяц пробывает, там изучает Коран и все. Она там целый урза месяц там бывает. После урзу их они отправляют домой за свой счет. Свои композиции девушка не только дарит друзьям и знакомым, но и продает. Любимое дело – это пример того, что возможности безграничны. И наша героиня доказывает это на деле. А самой главной целью на сегодняшний день для Аси является совершение хаджа. И благодаря своей целеустремленности это намерение она реализует совсем скоро. Хава Гагиева, Мухаммед Белакиев, Новости 24.